В эфире программа «Беремес Уйдемес». Мы выходим в будни, чтобы вам не скучно было проводить карантин. Вдохновляем, помогаем и делаем это с удовольствием. Я Наталья Райм, и сегодня моя собеседница – девушка, которая покорила весь Казахстан. Это психолог, коуч, а с недавнего времени актриса, сыгравшая главную роль в историческом фильме «Томирис» Альмира Турсун. Здравствуйте, Альмира. Здравствуйте, Наталья. Как ваше настроение в карантине? Ну, знаете, я уже привыкла. Сначала было немножечко непривычно и было грустно, столько дел, планов, проектов пришлось отложить. Но потом смирилась, приняла эту ситуацию так, как есть, сделала себе график, расписание, нашла много интересных, полезных дел, да и в принципе нашла много дел, которые давно не закончила, в связи с нехваткой времени. Поэтому сейчас замечательно. Я знаю, что этот карантин нарушил все ваши планы, не только профессиональные, но и семейные. Вы остались взаперти в Алматы, а ваш супруг в Нур-Султане. Не успели уехать? Да, все верно. Дело в том, что мы с семьей живем в Астане, в Нур-Султане, но по работе я с ребеночком приехала сюда, в Алмату. И мы должны были работать, снимать, но в связи с карантином, да, все пришлось приостановить, и, соответственно, мы остались дома. У нас была возможность улететь, но, если честно, я решила не рисковать, потому что, несмотря на то, что карантин объявили позже, в принципе, ситуация с коронавирусом была уже давно, и просто, может быть, мы об этом еще не знали, поэтому я не стала рисковать и не лететь, и не ехать никуда, поэтому мы остались здесь с сыночком у моих родителей. Творческие планы тоже нарушились. Поделитесь, над каким проектом у вас должна была идти работа? На данный момент я работаю в качестве одного из сценаристов в сценарной группе в проекте фильма «Боксер» режиссера Акана Сатаева. Также на площадке я работаю скрипт-супервайзером. Это такой ассистент режиссера по сценарию, там записываю наши заметки именно по ходу съемок. Я не могу не спросить про ваш триумф. Жили вы, работали психологом, и однажды после премьеры фильма «Томирис» проснулись знаменитой. Каково вот это состояние, чувство? Ну, знаете, это не случилось в миг. Может быть, про меня узнали в миг, действительно, но в связи с тем, что сама подготовка к проекту была очень длительной, и даже во время подготовки я не была уверена, что меня взяли, поэтому для меня это довольно длительный этап был. Но когда меня утвердили, в целом, для меня это было очень ответственно, поэтому сказать, что я почувствовала такую, знаете, минутную нахлынувшую славу, я не могу сказать. Конечно, была приятно удивлена и благодарна нашим людям, нашему народу, который очень радужно и тепло приняли меня в качестве главной героини, потому что это очень вдохновило, но в то же время я чувствовала ответственность. Я знаю, что вам пришлось в течение полугода пройти через 5 туров, а потом еще 2 месяца жить вдали от своей семьи и готовиться к съемкам на тренировочной базе, по-моему. Путь показался, наверное, очень тернистым вам, да? Ну, знаете, конечно, были свои трудности, сложности, начиная от физических нагрузок, заканчивая такой, знаете, моральной ответственностью. Но на самом деле мне было очень интересно, и меня увлек сам процесс, поэтому для меня это не было чем-то очень сложным или неинтересным, или, возможно, даже отягощающим. Такого чувства не было. Наоборот, это было настолько интересно, как игра. Конечно, например, одной из такой сложностей было то, что у меня был ненормированный график в какой-то степени. То есть мы могли, допустим, 2-3 недели тренироваться, потом там 2-3 недели отдыхать, потому что другой департамент или там другая часть команды готовится, например, совсем к другим процессам. Были свои трудности. Например, я во время съемок сломала ногу. Я никогда себе ничего не ломала, тут такое случилось, конечно, я переживала. Во-первых,
насколько я восстановлюсь, во-вторых, смогу ли я участвовать дальше в проекте. Но, слава богу, потребовалось около месяца или 2 для восстановления, и как раз-таки проект начинался именно через 2-3 месяца, поэтому мы успевали. Конечно, ну, сейчас это уже вспоминается с теплом, с радостью, как некие тоже этапы такие интересные. Поэтому в целом мне все понравилось, но не без трудностей, это точно. Получается, что 2 месяца как минимум ваш ребенок вас не видел? Нет, на самом деле такого не было, что вот я уехала и все, он меня не видел. Например, в тренировочном лагере мы жили по такому графику. Я в воскресенье поздно вечером уезжала, потому что с понедельника с раннего утра у нас начинались тренировки. И как на работу, то есть с понедельника по пятницу я, да, жила в тренировочном лагере. Но в пятницу вечером я возвращалась обратно в город к ребенку, потому что у меня ребенок был здесь, в Алмате. И, в принципе, у меня сыночек, когда увидел, чем я занимаюсь, потому что я ему показывала видео своих тренировок, каких-то боев, ну, наших подсъемок. Ему было настолько это интересно, что он, когда меня отправлял, например, на тренировки, либо на съемки, он мне всегда говорил: ты не обязательно все сними и покажи потом. Я говорю: все хорошо. И вот с таким условием, со спокойной душой он меня отправлял, и я была спокойна. Альмира, а вы довольны своим дебютом? Ведь премьера прошла с бешеным успехом. Раскупали билеты. А сколько девушек хотели бы оказаться на вашем месте? В целом я довольна, довольна в целом картиной, работой. Это такой плод работы огромной команды, титанический труд разных людей на разных позициях, и у каждого была своя зона ответственности, и каждый выкладывался, просто я это видела воочию, каждый выкладывался просто на 100 и 200%, поэтому в целом результат мне очень нравится, потому что там виден труд, душа всей нашей команды. Вот ваша основная профессия – это психолог. Вы как-то признались в одном из интервью, что вы помогали девушкам, женщинам выявлять свои таланты и в дальнейшем качественно их использовать. Получается, что вы на собственном примере именно это и продемонстрировали. Ну, такой готовый кейс. Ну, знаете, я всегда люблю и продолжаю изучать себя, как-то раскрывать свои стороны, развивать их. Это на самом деле увлекательный процесс в целом. То есть для каждого человека, вот кто распробовал это уже становится образом жизни не только как деятельность или профессия. Поэтому, конечно, занимаясь коучингом и помогая девушкам в этом, у меня был такой вот именно интерес помогать как-то раскрывать, развивать. Потому что когда любой человек вкусит это, он на самом деле входит в такой кураж, потому что жизнь становится интересной, увлекательной, красочной, яркой. И в этом, мне кажется, и есть смысл жизни. Находить, вот знаете, удовольствие, счастье в каждом дне, развиваться, становиться лучше. От этого, ну, не знаю, человек наполняется, и у него совсем другое качество жизни. Альмира, вы родом из Алматы. Здесь живут ваши родители, родные. Знаю, что у вас есть талантливый брат Давид, он художник. Познакомьте нас, пожалуйста. Да, я здесь как раз остановилась у родителей. Так, сейчас я вам покажу. Мы любезно используем мастерскую нашего папы. Наш папа еще преподает уроки рисования. И я сейчас покажу. Вот как раз Давид, ему 14 лет, братишка мой. Вот как раз рисует тоже. Альмира, а вот эти все работы, это вашего брата, да, Давида? Это городской пейзаж. Ребенок хочет на улицу и рисует пейзажи. Так, а вон там что у тебя? Это, да, это все его работы. Вот это ранние картины, это все вот холсты. На холстах, да? Это вот его. А это вот то, что недавно, да? Да, недавние работы. Давид, а это правда, что в период карантина ты стал свои картины рисовать, вот свой талант перевел в онлайн? Я на телефоне скачал приложение, в котором я могу рисовать, то есть. И я начал рисовать и продавать так открытки. Ну, собственно, это такой лайфхак для того, чтобы, как сидя дома в карантине, можно попробовать заработать. Мы желаем тебе удачи.
Билайн поддерживает казахстанцев, оставшихся за границей в период карантина. Для звонков в роуминге каждому предоставили 2 гигабайта и 30 минут разговоров. Где интернет-роуминг недоступен, Билайн начислил по 100 минут звонков. Билайн. Живи на яркой стороне. Альмира, вот психологи говорят, что надо поскорее принять ситуацию, и она сразу разрешится. Но это принятие очень долго. Это стадия отрицания, стадия понимания, и только потом принятие. Вот дайте, пожалуйста, совет нашим телезрителям, как психолог, как успокоиться, как принять ситуацию с карантином. Главное вот выстроить какое-то расписание себе, то есть не отдаваться, вот знаете, тоже какому-то случаю, там, как пойдет, так пойдет. Я составляю себе расписание, есть у меня программа минимум и максимум, которые должна в день сделать, и проживаю жизнь каждый день максимально интересно, эффективно. Также позволяю себе иногда просто полениться, почитать книжку, посмотреть фильмы, просто наслаждаться жизнью каждый день. Благодарна вам за вашу искренность, позитивный разговор, полезные советы. Желаю вам удачи во всем задуманном. Спасибо вам большое. Вам тоже всего самого хорошего. С вами, дорогие телезрители 31 канала, я прощаюсь. Оставайтесь дома и берегите своих близких и родных.